Настройка автоматического резервного копирования. В этом видео мы расскажем про настройку автоматического резервного копирования на уже существующей подписке услуги хостинг сайтов. Предварительно авторизуйтесь в консоли управления услугами. На обзорной странице консоли перейдите в раздел «Хостинг сайтов», выберите нужную подписку и нажмите на ее название. Вы будете перенаправлены в панель управления услугой. В блоке управления нажмите на кнопку «Войти». После автоматического перехода в панель управления Plesk на вкладке «Информационная панель» выберите резервное копирование и восстановление. Дождитесь полной загрузки отображения резервных копий. Обратите внимание, если вы только что приобрели подписку, список резервных копий будет пустым. Первые копии появятся после настройки резервного копирования. Резервные копии различаются по способу создания и типу копирования. По способу создания они делятся на пользовательские и административные, а по типу копирования – на полные и инкрементные. Разберем каждый вариант подробнее. Пользовательские копии вы создаете вручную и самостоятельно управляете ими. Используете для восстановления, скачиваете на свое устройство или удаляете. Такие копии занимают место на вашем дисковом пространстве. Пользовательские копии нужны, если вы планируете внести изменения в код или обновить CMS вашего сайта. Тогда, если что-то пойдет не так, вы сможете вернуть сайт к рабочему состоянию. Дополнительно на хостинге сайтов настроено автоматическое резервное копирование данных на сервере. Эти копии создаются администратором автоматически, хранятся в течение 3 недель после создания и не занимают места на вашем дисковом пространстве. Такие копии нельзя удалить или отключить. Их можно скачать и использовать для восстановления ваших данных. Если вам не нужны дополнительные резервные копии, просто используйте копии, созданные администратором. По типу копирования резервные копии делятся на полные и инкрементные. Полная резервная копия включает в себя всю информацию, размещенную на хостинге. Инкрементная резервная копия содержит только изменения, внесенные после создания последней полной резервной копии. Например, если полная резервная копия была создана 10 июля, а инкрементная 11, то в ней будут сохранены только изменения, произошедшие после 10 июля. Для настройки автоматического резервного копирования в верхнем меню нажмите на вкладку «Расписание». В расписании доступны 3 сценария резервного копирования – ежедневный, еженедельный и ежемесячный. При выборе любого из сценариев можно включить инкрементное резервное копирование. Тогда Plesk создаст и полную, и инкрементные копии. В открывшемся боковом меню укажите время создания резервных копий, количество и срок хранения полных резервных копий. Важно учитывать, что каждая новая резервная копия будет заменять самую старую при достижении установленного лимита хранения. При удалении полной копии удаляются все связанные с ней инкрементные копии. На следующем шаге можно настроить состав данных, которые будут включены в резервную копию. По умолчанию выполняется полное резервное копирование, включая почтовые сообщения, пользовательские файлы и базы данных. Если вам не нужны файлы журналов, в которых хранятся отчеты о выполненных действиях, системных ошибках и блокировках файлов, поставьте галочку «Исключить файлы журналов». Для исключения определенных файлов из резервного копирования поставьте соответствующую галочку и укажите полное наименование файлов или раздела, который не нужен вам для резервного копирования. Рекомендуем настроить отправку уведомлений на электронную почту в случае возникновения ошибок во время выполнения резервного копирования. Для этого поставьте галочку на «Сообщить об ошибках на этот адрес» и укажите актуальный email. После завершения настройки нажмите кнопку «Сохранить». В случае необходимости пользовательское резервное копирование можно полностью отключить. Для этого нажмите на переключатель в столбце «Статус». При отключении пользовательского резервного копирования ранее внесенные настройки остаются без изменений. Напоминаем, что созданные вами копии занимают дисковое пространство хостинга, поэтому храните только актуальные копии. Для скачивания резервной копии зайдите в менеджер резервного копирования в верхнем меню.
В этом разделе будут отображены все созданные резервные копии. Выберите нужную и нажмите справа на зеленую стрелку. Если в копируемых данных есть конфиденциальная информация, например, пароль пользователя вашего сайта, установите пароль для резервной копии, который будет запрашиваться при открытии или загрузке резервной копии. Для отключения этой функции уберите галочку и нажмите ОК. Резервная копия будет загружена на ваше устройство. Для восстановления резервной копии нажмите на дату ее создания. Всплеск отобразит ее содержимое. Выберите тип объекта для восстановления. Почтовая корреспонденция, сайты, файлы, базы данных, DNS-зона, файлы доменов и так далее. Затем перетащите объект в правую колонку. В параметрах восстановления мы рекомендуем оставить значение по умолчанию. Внизу нажмите кнопку «Восстановить». После этого автоматически начнется процесс восстановления данных. Спасибо, что вы с нами.